Всем привет, здравствуйте, друзья! Собираемся ехать в Троицко-Печорск. Сегодня 7 июля, день Ивана Купала. А нам купаться не надо, ходить на свод. Поливает с неба с утра уже. С утра сегодня были планы сходить на рыбалку, так как сегодня работать нельзя. Сегодня, во-первых, воскресенье, во-вторых, праздник. Были планы с утра по грибы, но погода вносит свои коррективы, и мы никуда не поехали. Целый день сидели дома, ели копченую рыбку. Отдыхали, можно так сказать. Ну, завтра нас ждет бумажная волокита. Едем в Троицк. Завтра дела, проблемы в райцентре. А по пути в Троицк решили заглянуть вот посмотреть грибочков. Вот тут старая дорога есть. Раньше в старые года с отцом, помню, лет 10 назад тут забегали. За часик, наверное, собрали ведра 3 грибов. Так что мы сейчас зайдем и посмотрим. Что, Гена, говоришь? Все, мы пошли, короче, Ген. Все, пошли, будем смотреть. Повылазили грибы, повыходили, не повыходили. На бару они есть. Мой товарищ в Сосногорске Александр, смотрел его ролик на канале Александр Мазай. Пособирал неплохо их. Раз и, конечно, очень много. Мы сейчас будем все сырые, но далеко не будем заходить. Если грибы есть, они есть по бровкам старой дороги тут. Ну а если нет, так вернемся и поедем дальше. Поехали. Да, друзья, походу мы уже немного опоздали. Сейчас прошел, видел оторванный гриб. Кто-то проходил. Вот такой вот подберезовичек. Но он уже старенький. Так что оставим его белочком. Может быть, высохнет. Белочкам он потом пригодится. Старенький уже грибочек. Ромка пошел по левой стороне дороги. Я по правой. Обилия грибов я пока не вижу. Вот находил один старый гриб. Кто-то его отломал, посмотрел. И вот второй грибок. Он еще под... Ну, сейчас посмотрим, хотя бы на жареху таких пособирать. Это какой у нас получается подосиновик? Подосиновик-то подберезовик. Но он червивый. Червивый. Ладно. Он маленький еще рядом. Он тоже. Это не грибы. Ну, это грибы, конечно, но я таких не очень. Я бы люблю крепких таких подосиновиков, чтобы они были плотненькие такие, красненькие. Их что-то нет. Белые здесь не растут, их очень мало. Прошлый год с Ромкой заходили, был один грибок, находили, правда, но маловато их. Маловато. Надо на бор ехать. Вон, бор у нас на той стороне. Вот еще один у нас грибочек такой же какой-то. Они все одна. Какие-то белые и какие-то червивые. Вон, еще один гриб такой же. Мы даже резать его не будем. Вот такая вот фигня. Придется нам сегодня просто хотя бы на жареху собрать свежатинку. Этот год по грибы еще не ходили. Прошлый год их у нас почему-то не было. По республике там местами были. У нас их почему-то не было. Сейчас у нас гриб есть. От таких обильных дождей грибы пошли. На бару точно их хватает. Но у нас почему-то их
Вот в такой местности, где обычно растут подосиновики. Тут вот осинник вдоль дороги. Здесь бывает их много. Их что-то пока нет. Вот и Роман, ну что, есть грибы? Нет? Нету. Короче, прошли метров 200. Грибов нет. Вот что находил, вот те старые грибочки и все. Так что не будем терять времени. Возвращаемся в машину и попробуем еще одно местечко поближе к райцентру. Пошли. Ну а по дороге посмотрим, может что на дороге. Мы-то сейчас шли вдоль дорог. Вот он гриб. Вот он грибочек. Но он походу такой же старенький, как и те были. Ну да, старенький и червивенький. Вот еще один грибок там, ну-ка глянь его на ножик. Тут на... Вот он. Вот он, может быть, вот он-то и как раз нормальный. Видишь, на дороге они лучше растут, чем... Вот это более-менее, на. Закинь ведро, может хоть на жареху насобираем. Вот такой вот первый грибочек. Так что первый гриб у нас есть. Хотя бы еще штук десяток найти. Опа-на! Блин. Не будет. Не будет прикольно. Главное, прошли по лесу, с обоих сторон нету, а грибы, оказывается, на дороге растут. Ну что? Проехали километров 10, наверное. Нашли вот такое возвышенное место. Сейчас пройдемся по бровочке. Глянем, может что найдем. Пока у нас один единственный грибочек. Один единственный грибочек. Жарехи с него не получится. А так свежатинки. Вот здесь беломошник немного. Может быть, что-нибудь найдем на беломошнике. Свежатинки нам хочется попробовать с грибов. Так, ну что? Что мы видим? А мы здесь пока ничего не видим. Ничего. На втором месте у нас тоже ничего не было. Проехали еще метров 500. Нашли еще одну старую заброшенную дорогу. Сейчас прогуляемся вдоль нее. Ромка слева, я справа. Если ничего нет, то значит нет. Значит и ролика не будет. Буквально метров 200-300 пройдемся. Вот так вот. Вроде бы республика одна. Где-то грибы есть, а где-то их нет. Я знаю точно, что они есть на беломошнике, на белых барах. Вот. А здесь пока мы ничего не видим. Ну что, нулевой результат не изменяется. На третьем месте у нас тоже грибов нет. Прошлись по одной, по второй, по третьей дорожке. Ничего, пару поганок было. И все. Вот так они заросли. Старые лесовозные дороги. Где-то профиль, не знаю. Но все заросло. Грибов нет. Пошли-ка мы отсюда. Так что ролика сегодня у нас не будет. Потому что нет грибов. Грибов нет, рано, еще рано. Не растут у нас грибы. Не растут. Я не знаю, Рома проходил здесь. Вот этот грибник. Вот этот грибник. Я шел там. Нету грибов, нету. Идем обратно к машине. Я уже говорю, что ролика не будет. И вон, смотрите. А ты смотри, с этой стороны идешь, листик мешает. Какая красота. Вон такая вот красота. Вот он спрятался. Подосиновичек. Раз. Подосиновичек. Два. И подосиновичек. Вот такой вот малюсенький. Три.
3 маленьких подосиновичка. Вот такая вот красота, друзья. Вот такие вот малыши-карандаши. Получается, вот он, листик, который Роме помешал его найти. Вот такие вот 3 красавца. 3 малюсеньких грибочка. Так что мы еще вокруг поищем. И возможно ролик будет. Ну-ка, на-ка. Ты еще нашел? Нет? Ну-ка, на-ка, подержи-ка. Сейчас мы их отрежем. Вот такие вот малыши-карандаши. Не знаю, кто как режет, кто откручивает их. Свеженькие, без червей. Но в земле надо их будет мыть. Раз грибочек. 2 грибочек. Вот такие вот малыши. Вот такусенькие. И 3 грибочек. Вот такой вот боковой ножкой. Значит и у нас грибы пошли. Вот такие вот красавцы. Малыши-карандаши. Вот у нас. По сравнению с этим подберезовиком, эти вообще красавцы. Малышочки. Так что мы еще походим, мы еще поищем. И может быть мы все-таки насобираем на первую жареху сегодня. Так, у нас очередной дружочек-грибочек. Не знаю, это что за гриб, но посмотрим. О, друг. Мягонький, но без червей. Так, на всякий случай возьмем тебя. Пока для общей коллекции. Если ничего не найдем лучшего, то и ты загремишь на сковородку. Если мы не найдем подосиновичков красивеньких. Так. Дальше не пошли. Возвращаемся все-таки к машине. Где-нибудь остановимся, пожалуй, еще. Вот еще один старый гриб. Но тот я даже смотреть не буду. Он совсем старый. Он тоже подберезовичек. Ром, пройди немного от дороги влево, вдоль дороги той асфальтовой, по гривке. Может, что найдешь. Только далеко не ходи. Так, метров 150 пройди. От машины далеко не уходи. Сейчас поедем. Я здесь пройдусь еще вдоль дороги. Может, что будет. Может быть, что-нибудь да и будет. Нету, мало грибов. Они, видать, только-только пошли. Вон такие вот малышочки. Малышочки. Многие говорят, что вдоль дорог собирать нельзя грибы. Ну, у нас здесь движение не такое уже и быстрое по этой дороге. Не так, плотность движения не слишком-то и большая. Машины проезжают редко, да и, я надеюсь, много свинца там и других элементов они мало что успевают впитать от нашего питания из других супермаркетов. От этой химии по-любому мы вреда получаем больше, чем с этих грибов, которые растут недалеко от дорог. В принципе, конечно, было идеально бы где-то вдалеке собирать, но еще раз повторюсь, процент вреда здесь минимальный. То, что мы едим в магазинах, намного вреднее. Это чисто мое мнение. Если кто-то думает по-другому, можете поделиться своим. Так, брусничка будет, не будет в этом году. Здесь пока ягод нет. Ладно, и грибов нет, так что пока выключаемся. Ну что, друзья, в кузовке у нас не прибавилось. Комаров куча. Ромка идет по той стороне дороги, а по этой вот
Иду по старой телефонной линии. Грибы здесь бывали раньше, растут неплохо. Собирали мы здесь тоже. До этого мы уже останавливались на 3 местах, на мой взгляд, более-менее перспективных. Грибов нет. Так что я рано обрадовался, что мы открыли грибной сезон. Открыть-то мы его, конечно, открыли. Но жидковато. Жидковато. Тут ближе к поселку уже все исхожено. Трава помята, тропинки. Тем более сегодня выходной день. Видать, народ ходил, но не срезав. Ни самих грибов. Пока ничего нет. Сейчас я еще буквально метров 50 пройду по левой стороне, вернусь по правой стороне этого профиля. И будем возвращаться домой. То есть не домой, ну, поедем. Итак, друзья, что-то мы все-таки нашли. Вот такой маленький спрятавшийся грибочек под кедром. И мы его берем. Сейчас отрежем. Рука занята. Только домой собрался разворачиваться, и вон сразу грибочек. Так, корешочек. Иди обратно туда, на свою грибницу. Так. В лесу грибов нету. Все, что мы нашли, это все вот так, на таких сухих местах, на старых дорогах. Ну что, начало есть, грибы все-таки пошли. Значит, потихоньку они в наших краях появятся. Будет время, надо будет съездить на ту сторону Печоры, через речку. Там бара. На барах, говорят, растет белый гриб. И нам надо будет проверить эту информацию. Ну что, иду я к машине. Издалека заметил яркий цвет. Яркий оранжевый цвет в лесочке. Вот такое вот сырое болотистое место. Издалека вот он подосиновичек. Я спешу к нему. Вот он такой красавец. Вот он. И никто сегодня его не заметил. И это радует. Так что все-таки, быть может, мы еще и все-таки насобираем. Вот такая вот длинная ножка. Ах, пяток бы таких хотя бы найти. И была бы у нас жареха. Так что мы сейчас еще пройдемся здесь. Если такие же они будут яркие и высокие, то мы обязательно их заметим. Вот такой вот здесь ельник. Раньше здесь я в 2001 году делал небольшой путик, так как он недалеко от поселка. Техники у меня еще тогда не было. Был у меня, машины не было, был у меня мотоцикл Минск. И вот вон, меня потеряли уже. И вот я на мотоцикле приезжал сюда и добывал здесь рябцов. Алло. Ну тут я пройду сейчас, минут через 5 подойду. Рома пришел? Ничего не нашел? Все, я нашел грибочек один красивый и один так себе. Так что сейчас я, может, на жареху еще соберу. Все, скоро. Ругаются уже. Ждут, комары сожрали их там в машине. Так вот, я сюда приезжал. Был тут у меня небольшой путик, сам я сделал. И добывал рябчиков. Один раз даже повезло, добыл глухаря.
Глухарей здесь на этой стороне мало, они все в основном на беломошниках, но одного повезло, добыл я все-таки тогда его. Вышел, главный гонял рябчиков, одного добыл, второго. Выхожу на дорогу, и он тут же за мной выходит прямо на дорогу. Вот такая вот лягушка запрыгала. Вот она, вот она, вот она, вот она, там. И говорит, глухарь заметил меня, пошел на взлет. С первого ствола не попал, со второго уронил. Счастья не было предела. В те времена зарплату задерживали, давали продуктами, газетами, мыльно-рыльными. Был бартер, так сказать. И то, что мы добывали в лесу, то, что мы ловили в реке, было очень большим подспорьем. За счет этого и выжили. Ромка, когда только-только родился, памперсы у нас были только для похода в больницу. Остальное все по старинке. Пеленочки, распашоночки. Даже памперсы не могли купить, позволить себе купить ребенку, потому что денег не было. Дали зарплату за 3 месяца. Купил перед Новым годом. Купил я LG. Первый телевизор цветной, это в 2001 году. И видеомагнитофон. За 3 зарплаты занял у сестры еще 2000 тогда. Телевизор тогда стоил 8000. Видеомагнитофон 2500. К моему счастью, не было предела тогда. Пишущий плеер, видеоплеер. Это было... Можно было записывать песню года. Записывали. Потом смотрели, слушали. Это было... Сейчас это смешно. А тогда было не до смеха. Телевизор я первый купил. Кстати, он до сих пор работает. Правда, увезли его в избушку. Там он еще показывает. Ну а мы приближаемся к машине. Вот это старая тропа еще от моего путика. Тут я ходил. Сейчас, конечно, все заросло уже. Давненько я здесь уже не появлялся. Рябцов сейчас у нас здесь поменьше стало, не в таких количествах. А то есть вот кедровки уже кричит, ругается на меня. Вот. Ну что, друзья, вот такой вот короткий сегодняшний ролик. Все-таки я его, наверное, смонтирую и покажу, что грибный сезон, можно так сказать, мы открыли, но очень и очень жидковато. Грибов у нас очень и очень мало пока. Все впереди. И надеюсь, мы еще пособираем грибочки. И вы, конечно, это все увидите в канале Коми Рыбак. Но в первую очередь, конечно, вы увидите рыбалку. Так что, так как через 3 дня с Александром мы выезжаем на рыбалку, я так думаю, будет все очень и очень интересно. Будет все вот так вот, друзья. Так что до встречи на реке. До свидания. Поехали домой. Ну, очень маленькая жареха. Ну, очень маленькая жареха сегодня. Посмотрим. Может быть, пожарим, а может быть, повесим на проволочку, да пусть сохнет. Поехали.